По данным ШОС, Шанхайская организация сотрудничества, региональный антитеррористический центр, по их данным, из Центральной Азии на конец 2015 года, из 5 стран Центральной Азии в ИГИЛе, как foreign fighters, как боевики, служат 2600 человек. Из Кыргызстана где-то 860, из них 180 человек женщины, и 77,5% представителей юга Кыргызстана из всех, кто уехал. Что касается женской радикализации, то в основном речь идет о радикализации через своих мужей, через мужчин. В основном либо это братья, либо еще кто-то. Но представитель мужского пола, в первую очередь, они вовлекаются, а потом вовлекаются женщины. Хотя вот случай на Искуле, да, недавний, где там было наоборот, но тем не менее мы поняли, что вот эта Гелинка, невестка, которая вышла замуж за Исыкульского, и она сама была с юга Кыргызстана, и в принципе ее брат имел некие связи, аффилиации с ИГИЛ. И через вот это произошло некая полностью радикализация до того, что они уехали. То есть, и в принципе также исследования показывают, как переговоры вот с членами семей или соседями этих, что очень большую роль играет материальная составляющая. То есть есть вот эта иллюзия, что им очень хорошо оплачивают, и будут они жить в настоящем исламском государстве.